Цинк. Зачем нужен? Как принимать? Какой лучше выбрать? Давайте разбираться. Всем добрый день! Мы продолжаем нашу серию видео о здоровье щитовидной железы, но цинк важен для здоровья абсолютно каждого человека, поэтому данное видео будет полезно всем. Давайте разбираться, зачем же нам нужен цинк. Цинк – это единственный микроэлемент, который участвует во всех звеньях работы иммунной системы. Он увеличивает количество интерферона, защищает лимфоциты от разрушения, и поэтому просто необходим при лечении любых вирусных заболеваний, так же, как и селен. Цинк необходим для синтеза и метаболизма гормонов щитовидной железы, то есть он участвует в цепочке превращения тироксина в триодтиронин, активную форму гормона, а также необходим для выработки ТТГ, тиреотропного гормона, поэтому любые заболевания щитовидной железы, первое, что вам назначают, это цинк и селен. Цинк нужен для работы репродуктивной системы, так как он участвует в созревании сперматозоидов и яйцеклеток. Цинк участвует в работе более чем 200 ферментов и нужен для синтеза некоторых гормонов, например, инсулина и тестостерона. Цинк – главный минерал регуляции белкового обмена, поэтому он очень нужен при дефиците белка. Цинк работает против любого воспаления, поэтому он буквально сжигается, если у вас в организме есть воспалительный процесс. Цинк нужен нам для деления каждой клетки организма. Он участвует в выработке собственного коллагена кожи и участвует в заживлении ран. Симптомы дефицита цинка: ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, сухость кожи, дерматиты, любые воспалительные процессы, акне и так далее. При всех этих состояниях показан цинк. Сильное выпадение волос, снижение иммунитета, остроты зрения. Очень часто у людей бывает такое, что они перестают чувствовать запахи, вкусы, особенно когда болеют вирусными заболеваниями. Это все тоже связано с недостатком цинка. Белые полукольца на ногтевой пластине – это очень явный признак дефицита цинка. Если человек очень долго не может похудеть, так как цинк участвует в огромном количестве обменных процессов, в том числе в сжигании жиров, а также хроническая диарея, снижение либидо, в целом половых функций, это все тоже относят к симптомам дефицита цинка. Суточная потребность в цинке в разных источниках варьируется, это от 12 до 15 мг в сутки. Интересно, что цинк может накапливаться в нашем организме, и его снижение можно увидеть по анализам, по снижению щелочной фосфатазы. Цинк может приниматься длительно, вплоть до 5-6 месяцев, но лучше принимать его курсами. Цинк из организма истощает лектины, поэтому важно нормализовать питание перед его употреблением, исключить различные переработанные продукты, а также замачивать крупы и орехи перед их употреблением. Вернемся к дозировкам. Суточная дозировка комплексов цинка, которые вы покупаете, должна быть 15-20 мг в день. В такой дозировке цинк принимается 3 месяца. Но можно встретить комплексы с дозировкой 50 мг. Объясню, кому такая дозировка нужна. Такая дозировка используется при серьезных многолетних проблемах. То есть, если в организме очень сильное воспаление, это активная фаза аутоиммунного тиреидита, например, это многолетнее течение заболеваний лор-органов, то есть это тонзиллит, синусит, ринит и так далее. Это различные миомы, кисты, синдром поликистозных яичников. То есть при таких проблемах может назначаться дозировка 50 мг максимум на 1 месяц. Цинк принимается во второй половине дня, во время еды или сразу после еды. Идеально сочетать его с витаминами А, В6, С. Не рекомендуется сочетать цинк с железом и кальцием, потому что вы снижаете его усвоение. И не рекомендуется пить цинк натощак, потому что это может вызвать тошноту. Плохие формы для усвоения – это неорганические соли, оксиды, например, сульфат цинка. Поэтому большинство комплексов из аптеки вам не подойдут, они очень плохо усваиваются. Сохраняйте данное видео и помните о том, что здоровье не в аптеках, а только в ваших головах, так что будьте здоровы!